В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Пшара. Здравствуйте. В эти дни в Абхазии находятся официальные делегации ряда стран, которые принимали участие в праздновании Дня независимости республики. В их числе депутаты Народного совета Сирии, представители Республики Сербской и Луганской Народной Республики. Сегодня в Сухуме прошел ряд официальных встреч. Рауль Хаджимба принял депутатов Народного совета Сирии. Как подчеркнул президент, Абхазия хочет выстраивать отношения с друзьями России, которые готовы будут с нами сотрудничать и работать. Несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию в стране, депутаты Народного совета Сирии нашли возможность и приехали в Абхазию. Очень важно, чтобы в Сирии наконец наступил мир и справедливость восторжествовала, отметил, приветствуя гостей, президент Рауль Хаджимба. Для нас очень важно то, что вы сегодня здесь, рядом с нами в эти дни, когда Абхазия празднует 24-летие своей победы. И это первая ласточка в наших отношениях. Если уж ранее между нами были отношения, только связанные с той абхазской диаспорой, которая проживает в Сирии, то сегодня есть возможность говорить о совершенно другом уровне. Народ Абхазии знает о ситуации в Сирии, понимает и разделяет переживания сирийского народа. Те события, которые сегодня происходят в Сирии, пережила и Абхазия. Глава государства отметил, что первой Абхазию признала Российская Федерация, роль которой в урегулировании конфликта в Сирии очень велика. Россия помогала и помогает Абхазии. Россия признала первое наше государство. И сегодня Россия оказывает нам значительную экономическую и финансовую помощь. И выстраивая отношения с Россией, мы хотели бы выстраивать отношения и с теми друзьями России, которые готовы будут с нами сотрудничать, работать. Наблюдатель Народного совета Сирии Сана Абу Заид поблагодарила Рауля Хаджимба за прием и поздравила с Днем независимости. Сана Абу Заид рассказала о ситуации в Сирии, отметила, что там действительно надеются на скорейшее завершение конфликта. При этом подчеркнула, что в Сирии высоко ценят роль Российской Федерации в этом процессе. Взаимопонимание между абхазским народом и нашим народом сирийским является истинным, и он принадлежит к развитию. Сегодня ситуация в Сирии больше всего вам тоже известна, потому что этот боль, что мы испытываем его сегодня, вы уже через него прошли. И вкус победы мы очень хотим тоже его испытывать в дальнейшем и очень надеемся, что это скоро будет. Как отмечали депутаты Народного совета Сирии, в Абхазии везде их встречали очень тепло. Особенно члены делегации были удивлены, что в нашей стране хорошо знают и понимают ситуацию в Сирии. После встреч, которые состоялись в парламенте Абхазии и в комитете по репатриации, они убеждены, что сирийские и абхазские народы очень близки. Сирия сильно пострадала в результате военных действий, разрушена экономика, инфраструктура. Визит в Абхазию – это первый шаг к укреплению взаимоотношений между двумя странами на всех уровнях, подчеркнули депутаты парламента Сирии. В завершении встречи сирийская делегация преподнесла в дар президенту антикварный кувшин, выполненный из серебра с позолотой. Чуть ранее в МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Даура Кова с делегацией Народного совета Сирии. Приветствуя гостей, Даур Кова подчеркнул, что их визит является значимым событием в политической жизни Абхазии. Министр выразил надежду, что приезд сирийской делегации послужит толчком политических, экономических и культурных взаимоотношений между двумя странами. Наблюдатель Народного совета Сирии Сана Абу Заид поблагодарила за возможность принять участие в праздничных мероприятиях. Она также подчеркнула, что визит делегации – это начало развития двусторонних дружественных отношений. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями относительно текущей военно-политической ситуации в Сирии и вокруг нее. Было отмечено, что народам Абхазии и Сирии с оружием в руках пришлось отстаивать право на свободное и независимое развитие своих стран. Даур Кова выразил надежду, что в скором будущем народ Сирии преодолеет все трудности и сможет вновь самостоятельно развиваться. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Сегодня же президент Рауль Хаджимба встретился с членами делегации Торгово-промышленной палаты Республики Сербская. В составе делегации представители руководства и крупные предприниматели в области сельского хозяйства, туризма и энергетики.
Приветствуя гостей, Рауль Хаджимба отметил, что рад видеть представителей Республики Сербская в Абхазии и выразил надежду, что их приезд будет способствовать расширению и налаживанию сотрудничества между нашими странами. Надеюсь, те отношения, которые сегодня закладываются, будут получать дальнейшее развитие. Найдем общий язык и будем сотрудничать по многим направлениям жизнедеятельности наших государств. И хотелось бы, чтобы в эти процессы подключались бы и представители наших властных структур, которые должны активно работать. Члены делегации поблагодарили главу государства за прием и рассказали Раулю Хаджимба о потенциале своей страны. Заместитель министра торговли и туризма Республики Сербская Дусанка Тегелтия отметила, что в Абхазии уникальная природа и очень хорошие перспективы в сфере туризма. Сотрудничество именно в этой области представляет для них большой интерес. Нам нужно развитие туризма между нашими странами. Мы вчера имели такое прекрасное гостеприимство от ваших людей, от президента торговой и промышленной палаты Абхазии. И я хочу еще благодарить вам на такое гостеприимство, такое приятное, теплое. И надеюсь, что вы будете увидели, как и у нас гостеприимство. Я поэтому вас приглашаю в Республику Сербскую. В ходе нынешнего приезда делегации ТПП Республики Сербская в Абхазию уже намечены определенные перспективы двустороннего сотрудничества. Директор компании «Боксит» Рашко Дукич отметил высокое качество абхазской виноводочной продукции. И сейчас ведутся переговоры по заключению договоров с абхазскими производителями. Также состоялась встреча мэра города Биелина Анто Гажича с главой администрации Сухума Адгуром Харазия, на которой было решено подписать меморандум о сотрудничестве между двумя городами. В завершении встречи гости и президент обменялись памятными подарками. Сегодня же в Сухуме состоялась презентация потенциала Республики Сербская. Визит делегации стал возможен благодаря усилиям Торгово-промышленной палаты Абхазии, которая проводит большую работу, направленную на налаживание и развитие разносторонних отношений Абхазии с другими государствами. Наала Кова продолжит тему. Приезд делегации стал возможным благодаря длительным переговорам между торгово-промышленными палатами Республики Абхазия и Республики Сербской. В 2013 году ТПП Абхазии принимала участие в выставке в городе Биелина. В рамках выставки делегация ТПП Республики Абхазия встретилась с руководством ТПП Республики Сербская. Кроме того, торгово-промышленная палата Абхазии трижды посещала республику в составе правительственной делегации. В 2013 году мы подписали соглашение с торгово-промышленной палатой. Много лет обсуждали разные варианты нашего взаимодействия. Несколько раз представители палаты посещали Республику Сербскую. Мы даже организовывали для наших художников участие в пленэре художников международном. Наши художники присутствовали. То есть было очень разных, много контактов, и мы считаем, что созрел момент для наших и экономических контактов, экономических взаимосвязей. Геннадий Гагуля выразил уверенность в том, что приезд делегации будет содействовать расширению и налаживанию деловых контактов между нашими странами. Встреча носит важный характер в развитии двустороннего сотрудничества. На встрече представители делегации Республики Сербская рассказали о потенциале своей страны. В торгово-промышленную палату входит 9 тысяч хозяйственных экономических объектов, которые распределены по 5 направлениям. 95% объектов – это малые и средние предприятия. В Республике Сербской доминирует частный сектор. В государственному сектору относится энергетическое направление, шумы, леса, железные дороги. А все остальное в основном относится к частному приватному сектору. Республика Сербская – государственное образование на территории Боснии и Герцеговины с большим экономическим и туристическим потенциалом. На встрече отмечалось, что Абхазия и Республика Сербская имеют очень много общего и будут сотрудничать прежде всего в сфере туризма и в других направлениях. Наала Кове, Беслан Дженджоля, Абхазское телевидение.
А в Народном собрании Абхазии прошла встреча с членами еще одной делегации из Луганской Народной Республики. В нее вошли депутаты Народного совета ЛНР. Луганчане приехали в нашу страну наладить двустороннюю связь и изучить опыт абхазских депутатов в законотворческой деятельности. Репортаж Саида Джарсалия. С начала конфликта на Донбассе депутаты Народного собрания Абхазии неоднократно бывали в республиках Новороссии с различными миссиями. Но визит делегации парламентариев в Луганской Народной Республике в Республику Абхазия происходит впервые. Парламентскую делегацию ЛНР возглавила председатель Комитета по вопросам международных отношений, связи, информационной политики и массовых коммуникаций Нелли Задирака. Спикер Народного собрания Валерий Кварча тепло приветствовал делегацию из Луганска. Разрешите еще раз поприветствовать вас и поблагодарить за ваш приезд именно в самый такой торжественный день для нашей республики. Одно дело завоевать независимость, оказывается гораздо труднее его удержать и дальше обеспечивать этой республике и народу дальнейшее развитие. Это все не так легко, не все зависит от нас, сами это понимаете. Вот так, благодаря друзей всем вместе. И Россия, наша великая Россия, мы как-то уверенно двигаемся вперед. Министерство иностранных дел ЛНР было создано совсем недавно, отметила Нелли Задирака. Поэтому визит в Абхазию представителей комитета по праву можно назвать первым официальным международным контактом. Мы подпитались уверенностью, что у нас будет хорошо. Думаю, что вместе мы с вами обязательно должны победить вот всех, кто против нас. Мы хотим независимости, мы хотим свободы, мы сделали свой выбор, и мы знаем, сколько мы за нее заплатили. Затем прошла встреча депутатов парламентов обеих республик. Как было отмечено гостями, руководство и народ Абхазии, несмотря на все сложности, сумело выстроить стабильный фундамент, на котором и сегодня ведется активная работа по укреплению экономики и социальной сферы республики. И цель визита делегации ЛНР – это не только расширение и укрепление межпарламентских связей, но и обмен опытом с абхазскими коллегами в законотворческой деятельности. На встрече парламентарии задавали интересующие их вопросы, касающиеся социальной и экономической сферы Абхазии и ЛНР. Саид Джарсалия, Ильдар Тамиров, Абхазское телевидение. Как известно, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, в результате которого 90% граждан высказались за независимость от Испании. Министерство иностранных дел Республики Абхазия с особым интересом наблюдало за ходом референдума в Каталонии и его последствиями. Испанские власти, изначально отказавшиеся признать итоги референдума, предприняли беспрецедентные меры не только политического, но и силового давления на сторонников независимости Каталонии. В частности, в преддверии референдума испанские власти осуществили многочисленные аресты видных общественно-политических деятелей Каталонии, а непосредственно в день голосования применили грубую физическую силу в отношении собственных граждан, пожелавших реализовать свои демократические права. В результате таких жестких действий руководства Испании, направленных на подавление любых возможностей для проведения референдума, есть множество пострадавших среди гражданского населения. Прискорбно наблюдать за тем, как, казалось бы, цивилизованные европейские страны, декларирующие свою приверженность демократическим нормам и принципам, пытаются силой подавить любое инакомыслие. Нынешние события в Каталонии имеют много общих характерных особенностей с процессами, проходившими в Абхазии в начале 90-х годов. Абхазия, так же как сейчас Каталония, отстаивала свое право на независимое существование исключительно мирными средствами, пытаясь разрешить все противоречия с Грузией в правовом русле. В ответ на это Грузия совершила акт вооруженной агрессии против мирного населения, развязав кровопролитную войну в Абхазии. Необходимо понимать, что Каталония, так же как и Абхазия, это территория с собственными традициями государственности, богатой историей и культурной самобытностью. К сожалению, современные власти Испании совершают серьезное преступление в отношении собственных граждан, пытаясь подавить стремление народа Каталонии к независимости путем жестокого насилия. Глубоко убеждены, что существующий в Испании тяжелый внутриполитический кризис должен быть разрешен в правовом русле, путем переговоров и компромиссных решений.
Предприятия-производители сельскохозяйственной продукции, представляющие Абхазию, примут участие в 18-й международной агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», которая откроется завтра на ВДНХ в Москве. Эта выставка является самым крупным отраслевым форумом в Восточной Европе и традиционно собирает огромное количество участников из более чем 20 стран мира и практически всех регионов Российской Федерации. В работе выставки примет участие делегация правительства Абхазии во главе с министром сельского хозяйства Дауром Тарба. Организаторами участия абхазских производителей в выставке «Золотая осень» являются правительство республики, торговое представительство Абхазии в России и Международный культурно-деловой центр Абхазии. За годы участия в выставке наша республика трижды завоевывала гран-при и более 50 медалей разного достоинства. В этом году организаторы приняли решение сделать акцент на участии в обширной деловой программе форума, на полях которого будет подписано несколько масштабных соглашений между торговым представительством Абхазии в России и рядом российских и международных структур. Целью этих соглашений является вовлечение нашей страны в международное торговое, производственное и инвестиционное пространство. Джевейра Колосова покинула культурно-благотворительный фонд «Ашана». Об этом она сообщила сегодня журналистам в Сухуме. Как отметила Колосова, сегодня фонд находится на таком этапе, когда стало возможным передать руководство в руки других людей. Отныне КБФ будет возглавлять Мактина Джинджоли. По словам нового директора «Ашана», фонд будет сохранять ту прозрачность и те стандарты, которые уже существуют. Это строгий учет поступления и расходования средств, поступающих на счета фонда. КБФ «Ашана» был создан в Сухуме в 2008 году. Фонд в основном занимается сбором средств на лечение тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии. И о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой дождь. Днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.